Только у нас. Specialna dla Babrusc 360. Мастер-класс от... Ciao, sono Simone Meloni. Смотрите, прямо сейчас. Ciao, sono... Привет, меня зовут Симона Мелони, и сегодня я приготовлю специальную пасту, типичную для места, где я живу. Первое блюдо будет называться малареда с соусом помидора и икрой кефали, а второе – вариация с жареными колбасками. Нам понадобится 500 граммов муки из твердых сортов пшеницы, 250 миллилитров воды, икра серой кефали, помидоры, колбаски, паста и оливковое масло, экстра virgin, ну и соль. Для начала мы добавим воду в муку. Мешать нужно очень быстро. Добавим щепотку соли. Остров Сардиния расположен в Средиземном море к западу от Апеннинского полуострова. Его площадь составляет чуть более 24 тысяч квадратных километров. На Сардинии постоянно проживает более 1 миллиона человек. В состав Италии Сардиния входит на правах автономной области. Она делится на 8 провинций. Административный центр – город Кальяри. На юге Сардинии популярна итальянская кухня. Много лет назад эту пасту готовили пастухам. С латинского название блюда означает «род», по второй версии из сардинского диалекта. Название переводится как «телец» или «бык». Ну что, перейдем к ингредиентам для соуса. Нам нужно 2 зубчика чеснока. Мы приготовим соус из помидоров. Ну а сейчас мы порежем помидоры на тонкие кусочки, на кубики, для того, чтобы получилось больше соуса и он был более насыщенным. Хочу заметить, Бобруйск меня встретил очень прекрасно. Тут тепло и очень чисто. Сейчас мы приготовим томатную сальсу. Она называется «Алла Кампинанезе». Для этого нам понадобятся колбаски, оливковое масло и томатный соус, шафран и лавровые листы. Сейчас мы пожарим лук. Сам я учился на инженера, но как-то вышло, что я всегда любил готовить и посвятил этому 15 лет. Сейчас я путешествую по миру и знакомлю всех с сардинской кухней. На раскаленную сковородку я бросаю лавровый лист и масло, а сейчас будем резать колбаску. Колбаску нужно нарезать очень мелко. Кстати, эти колбаски мы купили в Бобруйске. У нас в Сардинии они тоньше и приправлены иначе. Добавляем колбаски. Ну а сейчас мы добавим белое вино. Теперь ждем, пока мясо впитает все вино и насытится этим ароматом. А теперь добавляем томатный соус. Ну что, прошло 25 минут, и мы солим наш соус. Снимаем соус с огня. И сейчас мы готовим другой, классический соус из свежего помидора. Немного оливкового масла. Ставим максимальный огонь. И бросаем 2 зубчика чеснока цельными. Многие не любят чеснок, и поэтому, чтобы остался лишь аромат, мы его не режем. И легко позже можно будет его убрать. Начинаем добавлять помидоры. А
теперь для того, чтобы разнообразить этот соус, мы добавим прессованную икру кефали. Это типичное блюдо для Сардинии. Икра кефали или тунца солится в морской соли и хранится так несколько месяцев. In forma grattugiata così da aggiungere alla pasta. Piatto. Этот соус уже готов. Adesso andremo alla Сейчас мы preparazione будем готовить delle малоредус. Prendiamo Возьмем una немного porzione di теста, impasto, aggiungiamo un po' di добавим farina немного per муки evitare на che si стол attacchi. и начинаем усиленно, Impostare хорошенько energicamente. месить тесто. Если в процессе у вас будет подсыхать тесто, то можно добавить в него немного воды, как это делаю я. Сейчас мы будем разрезать тесто на небольшие квадраты, которые позже мы сделаем еще тоньше. У нас нет специального приспособления, чтобы придать нужную форму пасте, поэтому будем пользоваться вилкой. Это тоже удобно. А теперь режем наше тесто на кусочки величиной в 1 сантиметр. Мы подготовили поднос, сейчас мы возьмем маленькую порцию и, нажимая большим пальцем на кусочек теста, продавливая его в вилку, получается вот такая своеобразной формы паста. Она и называется малоредус. Вот наш результат. Пришло время варить пасту. Вода уже закипела, и мы ее предварительно подсолили. Наши малоредус будут вариться от 5 до 10 минут. Паста готова, но всегда помните, она должна быть аль денте, то есть слегка недоварена. Добавим пасту в соус, сделаем по 2 порции для каждого соуса. На Сардинии хорошо развит туризм, однако не он является основным источником доходов острова. Более 25% населения заняты в промышленности, нефтехимической и электротехнической. На Сардинии вырабатывается больше электроэнергии, чем требуется для ее потребления. Животноводство – одна из самых рентабельных отраслей местной экономики. Здесь развито виноделие, в прибрежных районах ловят тунца и сардин. А теперь еще сверху добавим икры серой кефали. Ну а для второй пасты мы добавим сыр пекарина, который делают из овечьего молока. В качестве украшения для нашего блюда добавляем зелень. Это может быть петрушка или базилик. И блюдо будет смотреться еще аппетитнее. Che dà un po' di colore al piatto e dà un bellissimo